Стереотипные вопросы – это рубрика телепередачи «Вестник Харысхал» в формате интервью. Героями станут люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью. В ходе рубрики герой отвечает на 10 вопросов о своей инвалидности, тем самым опровергая сложенные обществом стереотипы о ней. Гостем этого выпуска стал молодой человек с протезом руки. Меня зовут Михаил Колесов, мне 24 года. Родился в Татинском Улусе, село Тыккёль. Сейчас работаю социальным педагогом в Центре психологической поддержки ТУСКО в Татинском Улусе. С детства я родился с диагнозом врожденная аномалия развития аплазия правой кисти руки. Моя инвалидность относится к поражению опорно-двигательного аппарата, то есть у меня получается с рождения полноценно развитая правая кисть руки. Протезы у меня, по идее, с детства были, протезы, да? Но полноценно я стал их носить в 9 классе. До этого не чувствовал нужды. Я не стеснялся своей руки до 9 класса. И потом у меня там в голове что-то вот так щелкнуло, и я стал стесняться своей руки. И поэтому я решил надеть протез. Но потом я стал стесняться своего протеза. 1 сентября пришел, когда в первый раз с протезом руки, да, в 9 классе, я засунул свой протез на брюки, в карманы брюк, чтобы спрятать свой протез. И сейчас, вспоминая эту ситуацию через несколько лет, да, как-то глупо. А в повседневной жизни, да, но, конечно, удобнее без протеза. Да, бытовые вещи делать удобнее без протеза, но протез мне практически ничего не мешает. Как бы уже слился со своим протезом. Киборги – это люди, у которых есть какие-то, скажем так, улучшения в их теле. Бионические протезы рук, ног. Я себя таким считаю. У меня обычный простой протез. Как обычно. Я родился в деревне, поэтому с детства приучился к работе. Колоть дрова, лед заносить, печку топить, снег подметать. Нитки с иголки я вообще не прикасаюсь. Я вообще там, это не мое. Вот. А вот шнурки, да, я провожу еще и уроки доброты по школам. И у меня там есть такая мини-игра «Завязать шнурок одной рукой». Я им говорил, зашнуроваться, используй только одну руку, любым способом зашнуроваться. И дети пытаются зашнуроваться одной рукой. Как я это делал? Как я завязал шнурки? Я просто брал шнурки и затягивал их, и засовывал их в кроссовки. Потому что если даже завязать шнурок одной рукой, то этот шнурок будет ненадежным. И ты не успеешь или вовремя не увидишь, что у тебя шнурок развяжется, да? И ты можешь, например, там, споткнуться, упасть. Вот. А когда шнурок у тебя там внутри кроссовка, ты чувствуешь, когда шнурки выходят. Обижать так сильно не обижали, но все равно присутствовало некое непонимание со стороны детей. Есть дети, задиры, да, так скажем. Вот. Но в основном обижали как? Прозвища мне какие-то там смешные давали. И самый крутой подкол на моей памяти был это, когда я пришел осенью, да, в школу, в сентябрь. И один мальчик спросил: а ты что, руку свою водой не поливал? Она не выросла? Типа. Я такой: нет. Всем что угодно. Бег, общая физическая подготовка, немножко фотографий, видео, готовка. Практически всем, что можно заниматься даже и людям без инвалидности. Раньше я чувствовал стыд. Не стыд, а смущение. Но сейчас практически ничего не чувствую. Есть очень смешные вопросы от детей. А что у тебя с рукой? Это что, протез? Ты киборг? Вот так спрашиваю. Стараюсь отвечать и реагировать спокойно, нормально, потому что это обычный вопрос. Есть, конечно, такие вопросы с подковыркой, да, с такой, с некой долей, так скажем, сарказма, что ли, да. Вот. На них стараюсь отвечать тоже так.
Но это глупые стереотипы. Конечно же, есть будущее. Конечно, они все равно же люди. Они все равно кушают, хотят гулять, общаться. И проблем никакой нет, если у тебя нету ноги, руки, все равно. Используя протез, даже без протеза, ты можешь все равно выходить, общаться, гулять. Никто этого не мешает. Все зависит только от тебя самого.